Сегодня здесь собрались самые музыкальные и талантливые. Межрегиональный форум юных концертмейстеров Сварцанда в республике проходит уже в 4-й раз. Каждый из них борется за звание самого лучшего в своем направлении. Каждый музыкант на сцене всецело отдается выступлению, делясь со зрителем своим видением и чувством музыки. Самым взрослым из этих юных талантов едва ли исполнилось 15, а самым младшим нет еще и 6. Но они уже профессионалы своего дела, что и подтверждает конкурс Сварцанда яркими музыкальными номерами. За пальцами виртуозов, бегающим по клавишам, даже не успеваешь проследить. Этот концерт для некоторых юных музыкантов дебютный. Так и Сара Дзаурова в младшей возрастной группе. К сегодняшнему выступлению готовилась долго, переживаний немало. Я играю Глиера, вальс и Григо «Заходы солнца». А почему именно эти выбрала? Они красивые, подходят ко мне, и иногда нам показывает учитель, мы выбираем из двух. И я выбрала эти, мне они очень нравятся. Мастера в мире музыки сегодня не только на сцене, но и в зале. В качестве жюри заслуженные артисты России, признанные музыканты, профессора и преподаватели высших категорий. Организаторы межрегионального конкурса Центральная школа искусств и Региональное министерство культуры. Конкурс проводится в Ингушетии уже в 4-й раз и стал неотъемлемой частью культурного имиджа региона, традиционно собирая на своей площадке ценителей музыкального искусства из разных уголков России. Ребята выступают в 3 возрастных категориях. Помимо учеников Республиканской студии искусств, здесь немало воспитанников музыкальных школ Кабардино-Балкарии, Чечни и Осетии. Лана Замбатова учится в Терской школе искусств. Класс фортепиано. Для конкурса девочка подобрала мажорные композиции и не прогадала. После выступления энергии у конкурсантки прибавилось. Мы репетировали каждый день, даже на каникулах. Уставали? Да, мы репетировали больше миллиарда раз. И как, вы довольны сегодня собой? Да. В вашей республике мы впервые. Очень приятно. Спасибо за приглашение еще раз. Я привезла малышечку, ей всего лишь 8 лет. Это первый ее опыт. И дался он ей нелегко. Напряженные репетиции, программа сложная была. Но я считаю, справились. Можно было, конечно, и лучше, но я довольна сегодняшним выступлением. Таинственный и чарующий мир мелодии. Алиса Мальсагова уже давно решила посвятить свою жизнь музыке и ни в чем другом себя просто не видит. До выступления у девочки остаются считанные минуты. Я была в таком немножко волнении, но я решила успокоиться, не волноваться. А какие ты упражнения делаешь, чтобы не волноваться? Мне мама всегда говорит, чтобы не волноваться, надо представлять, что тебя нету. Ты просто одна в зале большом. И ты репетируешь. Признанные вокалисты, инструменталисты и иллюстраторы аккомпанируют таким профессионалам-музыкантам юные конкурсанты, создавая на сцене новые дуэты, трио и квартеты. В зале звучит самая разная палитра музыкальных стилей, начиная от произведения современных композиторов до великих классиков. Дети, кроме того, что они соревнуются между собой в творческом состязании, они еще знакомятся, общаются, получают удовольствие. И педагоги, конечно, делятся опытом. Что очень замечательно, в рамках конкурса ежегодно проходят мастер-классы, которые проводят либо председатель жюри, наш бессменный председатель жюри Маргарита Петровна Черных, либо преподаватель высшей категории Ставропольского колледжа искусств Анатолий Алексеевич Прокопьев. Но это будет уже после. Сегодня конкурс стал своего рода доброй традицией, чтобы юные концертмейстеры со всей страны имели возможность общаться и учиться на их общем языке, на языке музыки. Хава Гагиева, Сулим Костоев, Новости 24.